обратить внимание на то, что выходные принесли нам, значит, достаточно такой, с одной стороны, значит, результат, который нас не может не радовать. Прежде всего, это результат, связанный с тем, что у нас выявлен условно один из подозреваемых, прилетевший, значит, с зарубежной страны. С другой стороны, очень четкая отработка наших служб, Роспотребнадзора, и, нужно сказать, соблюдение гражданкой всех тех ограничений, которые непосредственно существуют для лиц, которые пересекли границу, они уже нам позволяют все-таки сделать вывод о том, что весь контактируемый круг исследован, все анализы отрицательные, поэтому у нас инфекционная больница начала к определению, значит, именно способа лечения уже больной, и, соответственно, ждем подтверждения диагноза в референс-центре города Новосибирска. На территории республики продолжают действовать те меры самоограничения, которые были установлены. Определены ряд позиций, которые связаны с измененным указом главы республики Саха-Якутия по реализации алкоголя на территории республики. Я считаю, что это уже не запретительная мера в целом, а мера, допускающая реализацию с 2 до 6 часов. Соответственно, значит, вы, наверное, обратили внимание, что в городе увеличился вообще поток народа, который оказался на улице, что в режимах вообще самоизоляции, в режимах тех ограничений, которые установлены сегодня в республике, я считаю, что это недопустимая ситуация. И если индекс самоизоляции на прошлой неделе в республике составлял около 5 баллов, то сейчас по оценкам он составляет, значит, порядка 3 баллов. Поэтому хочу обратить внимание, значит, что все-таки никто не снимал режим самоограничений, который существует, и только благодаря режиму самоограничений можно достичь ситуацию, значит, того, чтобы вирус не получил распространение на территории республики. На настоящий момент нужно обратить внимание, что, в общем-то, пока у нас, и я думаю, что это так должно продолжаться, потому что меры соответствующие принимаются, значит, заболевшие у нас зарегистрированы только на территории города Якутска. Очень усиленную мы работу ведем по вахтовикам, которые у нас сейчас приезжают, и, соответственно, ведем работу по приезжающим достаточно четкому отслеживанию уже получается, с пятницы тех, кто приезжает из Москвы и других регионов Российской Федерации, потому что уже появляется необходимость, а также постановки их на контроль и предложение им находиться в режиме самоизоляции, потому что так, прежде всего, мы обезопасим и их, и себя от возможных, значит, связанных с их состоянием здоровья, значит, различного рода ситуаций. А также я хочу обратить внимание, мы сегодня первый день начали работать в режиме, значит, дистанционного образования наших школ. Школьников хочу поздравить, вы вышли с каникулов, учителя тоже начинают работу в новых условиях. Значит, 649 общеобразовательных школ республики, 255 школ у нас сегодня обучались в режиме онлайн. Это составляет 39,2% от общего числа общеобразовательных организаций. 252 школы работали в режиме офлайн, что составляет 38,8% от общего числа образовательных организаций. В ряде районов, там, где непосредственно у нас уже практически недоступные районы для того, чтобы появлялись там какие-либо новые лица, новые люди, было определено обучение малыми группами. День по дистанционному обучению первый пройден. Это тяжелая вообще сама по себе и очень сложная задача для нас, для всех, перестроить вообще многотысячную систему образования вообще на иную форму. Поэтому она не может быть без всяких там, значит, каких-то определенных моментов. Нужно и привыкать к ней. И, соответственно, значит, включаться в нее, быть более, значит, спокойными и включаться в этот процесс и родителям, и детям, и учителям. Я думаю, что уже какие-то выводы или какие-то вопросы могут быть немного попозже. Нужно начать.
Вот хотела бы обратить внимание на ситуацию, которая у нас сегодня возникла с одним из банков на территории города Якутска. Да? Вот на территории не только города Якутска, приношу извинения, но и всей республики. Естественно, да, мы вроде постоянно находимся в таком режиме, мы находимся в режиме повышенной готовности. Но очень часто и глава сегодня на ВКС, главами муниципальных образований это сказал. Не до конца все-таки в этих условиях главы муниципальных образований понимают уровень своей ответственности. Ведь отследить ситуацию, как будет работать банк, прежде всего должны были там на местах. И поэтому сегодня в ручном порядке с привлечением уже оперативного штаба республиканского вместе с руководством Сбербанка здесь, на территории, который в городе Якутске находится, благодарим их вот за такое оперативное разрешение вопросов, да, значит, удалось, в общем-то, снять те проблемы, которые возникли. У нас впереди еще выдача пенсии, но мы готовы к выдаче пенсии, потому что до этого отработали достаточно четко с пенсионной службой руководитель Георгий Степанов на территории Республики Саха-Якутия, который, значит, уже мы подготовили вместе с управлениями социальной защиты и трудоволонтеров, которым будет и предложено принести нашим пожилым гражданам, значит, пенсию на дом для того, чтобы все-таки вот избежать вот этих потоков к банкоматам для снятия наличности. Вот это, наверное, те моменты, на которые необходимо обратить внимание по рабочим моментам. Особое внимание глава республики уделяет двум моментам. Это прежде всего тому, что, значит, под контроль поставлены все вахтовики. Сегодня у нас есть полный расклад тогда, когда, в какое предприятие, какая вахта приезжает. И, соответственно, значит, дана четкая установка, что те, кто приезжает и привозят новую рабочую силу на территорию республики, должны пройти 14-дневный карантин. Мы понимаем, что, значит, в какой-то мере, возможно, для организации это определенного рода нагрузка, но это прежде всего нагрузка, связанная непосредственно с заботой о здоровье и окружающих, и своих работников, для того, чтобы они дальше продолжали работать. Часть недропользователей пошла на то, что она продлила вахту, и, соответственно, нового приезда вахтовиков не будет. И второй момент, на котором я бы хотела заострить наше внимание, мы понимаем, что для строительного бизнеса, для строительной отрасли очень много рабочих сегодня уже не приедут в республику в силу ограничений, которые установлены на территории СНГ, бывшего СССР как такового. Поэтому в данной ситуации, значит, мы переориентируем наши среднеспециальные образовательные учреждения и, соответственно, значит, Министерство образования совместно, значит, с Союзом строителей, со СРО-строителем, с Айхалом Габышевым и с народным депутатом Павлом Ксенофонтовым разрешают сегодня ситуацию для того, чтобы особенно тех ребят, которые, возможно, пострадали от последствий, связанных с тем, что они не работают из-за коронавируса, значит, начать переобучать на наших СПО на строительные специальности. Вот такие вот меры сегодня, которые были в задачах сегодняшнего дня и решались оперативным штабом. Готова ответить на вопросы.